Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. Вопрос по борьбе с гриппом и ОРВИ сегодня обсудили в правительстве Северной Осетии. Выработан целый план действий для прекращения распространения заболевания. Большинство школ по-прежнему закрыты на карантин, но специалисты уверяют, что вирус скоро отступит. Победители калмогоровских чтений смогут получить дополнительные баллы к результатам отборочного тура в летнюю школу точных наук. Сегодня в Севастинском госуниверситете вручили сертификаты, дипломы и ценные призы. Эти и другие темы далее подробно. Разгулявшаяся эпидемия гриппа и ОРВИ в ближайшее время отступит. Для ликвидации угрозы заражения брошены все силы. О мерах борьбы с вирусом сегодня говорили на совещании в правительстве Северной Осетии. По словам министра здравоохранения Владимира Селиванова, больницы обеспечены всеми необходимыми лекарствами. К этому дню из-за гриппа на карантин закрыли 47 республиканских школ. В медицинских учреждениях на лечении находятся около 50 человек, 4 в реанимации. Правительством республики рекомендовано отменить все спортивно-массовые мероприятия на время, пока бушует вирус. Медики также настоятельно рекомендуют не посещать места большого скопления людей. Если появились первые признаки гриппа, нужно сразу обратиться к специалистам и ни в коем случае не заниматься самолечением. В этом году вот эта 6-я неделя для нас оказалась такой роковой, что вырос тот самый уровень эпидемический. В целом по республике где-то порядка на 67% мы превысили эпидемический порог. Если рассматривать наш город Владикавказ, который является опорной базой для института по гриппу, то здесь уровень эпидемический поднялся где-то на 16%. В прошлом году у нас не было такого вот подъема. В этом году мы надеемся где-то вот 2 недели, вот так. Если учитывать опыт прошлых лет, я посмею такой прогноз вот вам сказать. Максим Джоев и Дарья Васильченко – студенты 5-го курса юридического факультета. Пару дней назад они вернулись с конкурса по международному праву имени Филиппа Джессопа. Этот конкурс – один из наиболее впечатляющих соревнований для юристов. Сегодня ребята – единственные студенты в СОГУ, получающие президентскую стипендию. Как говорят сами молодые специалисты, стипендия для них – это не только шанс улучшить свое материальное положение, но и дополнительный стимул. Это было очень неожиданно, потому что мы узнали об этом не сразу. Надо учитывать то, что это уровень такой федеральный, стипендии федеральные, и президента, и правительства. И поэтому, когда мы узнали, что мы их получили, это было вдвойне приятно. И осознаешь, насколько это ответственно, насколько это почетно. Стипендия президента России была введена в 1993 году для поддержки студентов и аспирантов вузов. Для такого поощрения молодым специалистам необходимо иметь выдающиеся успехи в учебе и научных исследованиях или являться автором открытий 2 или более изобретений. Но помимо президентской стипендии в университете действуют ежегодные гранты. Одним из обладателей счастливого билета стал Георгий Собиев. Единовременная субсидия дала возможность студенту в течение 6 месяцев пройти стажировку в Чехии по программе Erasmus Mundus. Однако, как показывает практика, у чешского студента нелегкие будни. В чем же заключаются основные отличия университетов Европы с нашими университетами? Система образования в университетах Европы основывается больше на самообразовании, самообучении. И как таковой преподаватели не могут дать тебе того, что ты можешь чему ты можешь сам обучиться. На сегодняшний день на базе физико-технического факультета СОГУ открыт центр коллективного пользования. Благодаря полученному гранту лабораторию оснастили новым техническим оборудованием, аналога которому нет в России. Это даст возможность вывести регион на новый технический уровень. В центре работает 11 аспирантов. Молодые люди активно сотрудничают со странами Востока. В частности, контракты подписаны с такими предприятиями, как Toyota, Mitsubishi и Kodak. Но это не предел, говорят специалисты. Сейчас центр задействован в привлечении новых молодых умов республики. Земфира Лулаева, Елена Черенкова, Михаил Безуглов. Осетия ТВ. В течение 2 дней в СОГУ пройдет Олимпиада по остинскому языку и литературе. Она проводится в 3 этапа – школьный, районный и республиканский. В этом году в интеллектуальном состязании примут участие 160 школьников 9, 10 и 11 классов. Эти ребята стали победителями муниципального тура. Для каждого класса предусмотрен свой уровень сложности. Результаты Олимпиады разместят на сайте Министерства образования и науки Северной Осетии. Авторы лучших работ будут поощрены призами. Я в первый раз принимаю участие в Олимпиаде по остинскому языку, и
я очень рада находиться здесь. Это большая честь для меня. И на самом деле я очень тщательно готовилась к этому. Я делала разные задания, я занималась этим в школе. И надеюсь, у меня будут хорошие результаты. Вопросы идеологии волнуют умы миллионов людей. Круглый стол на тему «Осетия отвечает» прошел в Горском аграрном университете. Здесь собрались представители власти, религиозные деятели, студенты вузов республики. К Шарли Эбдо обращено внимание всего мирового сообщества, в том числе и молодежи. Муфти Хаджи Мурат Гацалов считает, что Франция находится в сумеречном состоянии духовности. Он призвал молодежь к активной позиции, говорил о сильном гражданском обществе, где традиции нравственности и морали должны сохраняться. Необходимо жить в мире и уважать религии, уважать все религиозные воззрения каждого, тем более в нашей многоконфессиональной республике. И я считаю, что на эту тему споров не должно быть, поскольку каждый человек, он имеет право и на свою собственную религию, и на какие-то свои собственные мировоззрения. Противостояние и религиозная конфронтация накапливаются не одномоментно, а ситуация во Франции всего лишь доказывает, что протест по религиозному разделению есть. Участники круглого стола попытались ответить на важные вопросы. В чем истинный смысл трагедии в Париже и каковы пределы свободы слова? Для многоконфессиональной республики эта тема не теряет актуальности. Чем закончится чудовищная провокация и каков выход из кровавого тупика? Я говорю конкретно об Осетии. Здесь непростая земля. Здесь тщательно много веков хранилась культура, традиции. И в таких местах остро чувствуется всегда что-то противоречащее. И мы сегодня это видим. Видим, что происходит и в Европе. Конечно, это провокации, конечно, это такие вот вызовы обществу и традиционности. И не случайно это в отношении религии, потому что религия сегодня выступает хранительницей традиций и нравственности. Для России, где одновременно уживаются люди самых разных религий, для страны, которая несколько лет назад столкнулась с вызовом Pussy Riot, вопросы столкновения цивилизаций остаются актуальными. Какие последствия будут иметь случившиеся во Франции для Европы и России, покажет время. Залина Губурова, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Финалистов региональной научно-практической конференции «Колмогоровские чтения» наградили в Северо-Остинском госуниверситете. Конференция для талантливых школьников и учителей проходит ежегодно. За 10 лет работы в колмогоровских чтениях приняло участие более 500 учеников и более 200 учителей. В этом году уже в 11-й раз участники представляют работы по разным направлениям. Одной из наиболее интересных секций стала робототехника. Победителей конкурса исследовательских работ наградили дипломами и памятными призами. Кто-то отличился в математике, кто-то в химии, а один из победителей колмогоровских чтений, Турмец Макоев, проявил себя в информатике и робототехнике. Для многих участие в этой конференции – первый шаг в науку, но в дальнейшем имена участников еще зазвучат. Мы с друзьями, с моими коллегами уже решили написать сервис, который помогает находить информацию в вашем личном контенте. Ну, почему мы задались этой проблемой? Решили написать такую программу. Мы посмотрели на свои стены ВКонтакте, там, в Фейсбуке, подумали, что очень много информации там теряется, мы не можем ее найти через год. И подумали, попробуем решить эту проблему через Google или Яндекс. Посмотрели, получилось, что не можем ничего найти, ну и решили написать собственный.